дважды побороться друг с другом. Итак, открывают сегодняшний день соревнований борцы наилегчайшей весовой категории до 54 килограммов. В красном трико выступают россияне, спиной к нам Чеченол Монгуш, вооруженные силы Красноярск. Его соперник Александр Захарук из города Киева, тоже представитель вооруженных сил. Очень опытные борцы, более 10 лет отдали этому виду спорта, вольной борьбе. Но соперник россиянина Александр Захарук добился на борцовском ковре более высоких побед. Захарук двукратный чемпион Европы. И сейчас атаку бросок через спину попытался провести борец в синем трико Александр Захарук. И опять контратакует, может взять балл. Но в этой ситуации россиянин переигрывает. И первое выигрышное очко зарабатывает Монгуш. Ему секундирует блистательный советский борец, двукратный олимпийский чемпион Сергей Белоглазов. Он тоже выступал в легких весовых категориях. Еще раз в атаке борец в красном трико прошел к ноге и переворачивает, удачно переворачивает в партере. 2 выигрышных балла должны дать россиянину и 1 борцу из команды Украины. Он сумел забежать за спину и таким образом 1 балл отыграть. Преимущество россиянина в этой встрече 3-1. Секунду назад характерный был жест судьи. Он предупреждал украинцев, что нога российского борца находилась на изломе. Но болевые приемы в вольной борьбе недопустимы. Ну, вы видите, Сергей Белоглазов достаточно уверен, спокойное лицо. Он понимает, что его подопечный ведет эту встречу. И это, я вам скажу, достаточно неожиданное начало. И в какой-то степени оно обескуражило команду Украины. Монгуш победил со счетом 3-1, и сборная России повела в этой встрече.